Первое, ребят, на моем опыте, 3 недели назад с семьей поехали в Сухум. Почему Сухум, сейчас я расскажу. И ротавирус все, кто отдыхали, все, с кем мы ездили, это мои 2 сына младших, супруга и я, заболели ротавирусом. 2-3 дня куматоза. Неприятно, конечно, это ротавирусом болеть. Он не лечится, так скажем, да, то есть от его лекарств не, его выводится, то есть определенные лекарства нужно всегда с собой иметь, если едем в Абхазию, да, это регидром в первую очередь. Ну, в общем, консультируюсь с врачом. Что в итоге хочу рассказать. Поехали мы в Сухум. В Сухум мы выбрали, где центральный у нас центр Сухума, вот этот пляж. И туда приходим, смотрим, водичка зеленая, запах. Вот есть же, когда на озере купаешься, где-то вот, когда вода стояла, а там заливчик, там вода не там нету потоков, течений и так далее. Вода стоит, несмотря на то, что море соленое. Но мы должны понимать, что Черное море слабо соленое, 28 грамм всего лишь на 1 литр. Соответственно, все, что туда выливается, все, что в море с рек, русел и так далее, попадает. А это целый город туда сбрасывает. По-любому стоки идут. Вот не хотели купаться, залезли в эту воду, да, классно, все теплая, водичка прозрачная, волн нету. Ну, в итоге мы 2 недели мучились с этим ротавирусом. Особенно дети. Вот, только-только восстановились. Поэтому, если себе обосрать отдых, извините за этот термин, то нельзя, купайтесь в таких местах. Я не